Здравствуйте. У нас в гостях интереснейшие гости, участники 7-го Международного конгресса социологов тюркского мира. Этот конгресс обсуждал вопрос Евразия и глобальные социально-экономические изменения. Видите, интереснейшая тема. Флюра Габдулбаровна Мухамеджанова, она профессор Казанского федерального университета, факультета востоковедения и международных отношений. И Ильдар Рустамов Утямышев, он вице-президент Академии естественных наук и руководитель ряда интереснейших проектов, организаций и уроженец из знаменитого села Мачкара Кукмарского района, откуда произошли. И его род Чингиза Айтматова, и он постоянно здесь бывает. На сей раз вот социологи, и причем тюркского мира. Какова интересная постановка вопроса? Самое главное в этом конгрессе, что вы открыли для себя? Ну, если мне сказать, то я немножечко хочу поправить. Я работаю в Институте международных отношений, а то, что вы сказали, факультет, это он был так назывался при открытии еще университета, да, более уже нашему университету, вы знаете, что более 200 лет, 215 лет, 216 год пошел. И если говорить конкретно о конгрессе, то я не социолог по базовой профессии, но, несмотря на то, что я доктор педагогических, психологических наук, я социолог по духу, как на этом конгрессе выступали наши ученые, наши коллеги, поскольку социологами мы много лет работаем, и сегодня ни одна наука, ни по педагогике, ни по психологии, ни по философии, ни по политологии, ни по экономике, она не может двигаться. Вам было интересно на этом конгрессе? Без знаний социологии. Конечно, мне было безумно интересно. Я с таким удовольствием присутствовал на этом конгрессе. Я признательна моим коллегам, которые организовали этот конгресс. Это прежде всего директор института Щелкунов, который и пригласил нас на этот конгресс. Там выступал и ректор Ильшат Гафуров, и вице-премьер Лейла Ринатовна Фазлеева, и первый проректор. Конечно, он и вел это мероприятие. Представители каких стран там принимали участие? Конечно, там были представители Турции, которые, наверное, и позиционируют себя с тем, что они являются лидерами в этом союзе Евразии. Конечно, это были и наши страны, бывшие страны, которые входили в Советский Союз. Это страны СНГ, это и Казахстан, он лидировал по позиции среди ученых. Это Таджикистан, это Узбекистан, это Киргизия, Киргизстан. Очень много было людей, 6 человек, докторов наук социологических приехало. Интереснейший, конечно, коктейль умов, Коктейль умов, можно, да. Вот так можно сказать. А что вас всех объединяло? Ну, и сейчас вот к какому-то выводу вот или резюме? Мы с Ильдаром придерживаемся идеи того, что многие исследования, многие результаты, они становятся только тогда сильны, когда есть возможность на объединенных форумах высказать свою идею, понять эту идею, прислушаться к этой идее, срабатывать так называемый синергетический эффект. Мы знаем формулу синергии: 1 + 1 = 2, это арифметический результат, а когда 1 + 1 равняется 113, то это синергетический эффект. Мы часто про Евразию говорим, когда скучаем по Советскому Союзу. Хотя это не вся Евразия советская, да. Там и Китай есть, и Индия есть. Да. Нет. Индия была представлена, там были аспиранты. Я бы сказал, Индии, Евразия в советское время это был социалистический лагерь. Это истинная Евразия была. А вот теперь, что объединяет вот этот континент? Ну, языки, политика. Я думаю, объединяет прежде всего ситуация, когда правильно должны быть использованы человеческие ресурсы, в том числе и научные ресурсы. Ни для кого это не секрет, что социология сегодня очень много работает на политику, на государство. Все сегодня, многие политические организации, наши государства, но в первую очередь обращаются к результатам социологии, потому что без результатов социологии, без общественного опроса, без опроса населения, просто политики не смогут понять ту ситуацию, которая происходит в государстве. Ну и кроме того, нам хочется понять ту политику, то, что происходит во всем мире. И поэтому я думаю, вот у этого конгресса гораздо было больше миссий, чем было запланировано. А татары, Татарстан, Казань. Конечно, они были позиционируются как? Вот все-таки там независимые большие страны.
Но мне показалось, мое мнение, что Татарстан все-таки позиционирует себя, пусть не главным ядром, не главным центром в Евразии, но тем не менее все выступающие говорили о том, что было бы неплохо и очень хорошо, что наконец этот конгресс был проведен в Татарстане, и в будущем проводить в Татарстане, что все-таки он постепенно... Вот наш московский гость из Кукмарского района... Да. Корни я хотел поправить. Я родился в Казани, а корни... Да, конечно. Это Корнево, московский гость из исторический Казани, из Кукмарского района. Ваши впечатления? Вот как казанский профессор Флёра Габдаровна поделилась, мне интересно, у вас аналогичные впечатления? Значит, я хочу сказать, ну, Как говорится, это в основном собрались гуманитарии. Я хочу сказать, как представитель точных наук, мне хотелось бы, конечно, пожелание, чтобы это более системно было. Но, тем не менее, я хотел бы сказать о Евразии. Ну, вы сами знаете, у нас несколько типов цивилизации: европейская, американская, там африканская, исламская, индийская и китайская. Значит, Евразию надо позиционировать, наверное, поначалу все-таки в узком варианте, потому что если мы туда привлечем Китай, это уже глобализм, только с китайским акцентом. Много было докладов, особенно наших турецких коллег, которые критиковали вот эту систему глобализма, капитализм, который, в общем-то, привел к тому, что 1% владеет такой же материальной собственностью, как и 99% остального населения Земли. 1% богатейших людей. Нет, в мире. США, Да. другие, Британия. Что бы я хотел сказать о Евразии? У нас все-таки свой особый менталитет, исторический. И мне кажется, что вот этот евразийский регион, хотя он, в общем-то, является достаточно индустриальным, он уже на 5-й уровень как бы переходит, где-то и перешел, но в отличие от европейского, американского общества потребления, все-таки ментальность другая, она более правильная, мы все-таки какие-то традиции свои сохранили, правильные, что заложено было в самом человечестве. Кроме того, конечно, мы не можем себя пока ни с Китаем, ни с Индией позиционировать, потому что это очень многочисленные этносы и государства. Есть экологические проблемы, есть социальные проблемы. Вот социальные проблемы, почему и социологи собрались. Ситуация такова, что мы переходим в такой период нашего развития, что в связи с цифровизацией, компьютеризацией, автоматизацией производства резко на несколько порядков возрастает производительность труда. Теперь уже материальное производство промышленных товаров, продуктов питания, в общем-то, это процесс, как бы, так сказать, решается автоматически. И многие люди высвобождаются из этого производства. Но, как говорится, труд создал человек. Это все говорили, не только классики марксизма, ленинизма, но и все известные философы говорили, говорили из обезьяны человек, я не знаю из кого, но, по крайней мере, поддержание формы Homo sapiens и не превратиться в Homo sapiens, только человек потребляющий, который, в общем-то, бессмысленный. И это приводит к тому, что большинство населения могут почувствовать, а могут просто стать совершенно ненужными на этой планете. Они могут как-то существовать, но они не будут развиваться, потому что в связи с потерей, так сказать, своего назначения не теряют, как бы, профессию и, как бы, весь смысл жизни, потому что учиться неизвестно для чего, это невозможно, это только кроссворды можно разгадывать на базе этих знаний, но надо их куда-то применять. Потому что человек, чтобы оставаться человеком, должен всегда работать, должен быть мотивирован, должен к чему-то стремиться, должен какие-то трудности преодолеть. Я не призываю, что это должны быть катастрофические глобальные проблемы, но он всегда должен быть в движении, в развитии. Огромные проблемы, огромные конгломераты народа. Я еще о татарах хотел сказать. Как мне показалось, выглядели татары. Да, татары, они не самый многочисленный тюркский этнос, когда раньше он был, в общем, вторым после турок. Опережал всех даже в Советском Союзе. Были времена. Но, тем не менее, мне показалось, все-таки у нас богатейшая история, богатейшая культура. И мы в свое время являлись государствообразующей нацией, как последователи империи Чингисхана, а может быть и более ранних тюркских образований, как империи гуннов, была сформирована на этом евразийском пространстве государство. Это была империя Чингисхана, потом Золотая Орда, Русское царство как правопреемник Золотой Орды и Российская империя, Советский Союз и нынешняя Российская Федерация. И поэтому мы несем определенную ответственность, генетическую ответственность. Татары действительно были в тот период, в момент пришествия Батыя, явились
государствообразующей нации, потому что все мелкие разрозненные княжества были объединены в единое государство с единым управлением централизованным, которое у нас фактически до сих пор присутствует. Была закрыта граница Запада, то есть, в общем-то, мы были сохранены от нашествия католицизма и ассимиляция, то есть многие в Европе, европейские народы исчезли. Ну, вы знаете, что со времен римской истории исчезли все племена. Иберийцы, фракийцы, даки. Все стали как бы римлянами, а потом появились другие этносы. То же самое происходило с колониальными народами, но татары, в общем-то, никого не трогали. Вот вы вот себе представьте, вот наши соседи Татарстана, марийцы, удмурты, коми. Народы, которые не имели никакой ни письменности, никаких своих источников, только все было, можно говорить, на словах. Устное творчество. И язычники, ну это да. Они сохранились до 20-го года, только во времена советской власти практически они приобрели свою письменность. О чем это говорит? Это говорит о большой, о великой толерантности тюркских народов, татар в том числе. То есть во времена Чингисхана, соответствуя ясе Чингисхана, это величайший закон, правило, так сказать, установка жизни была, что любая дискриминация по национальному религиозному признаку каралась очень строго, вплоть до смертной казни. Когда строили новые города, даже в Орде, строили 4 храма, 4 конфессии: мусульманская, буддийская, православная и иудейская, синагоги строили. Более того, в начальный период Золотой Орды явился наиболее интенсивным периодом строительства православных церквей, хотя это была Золотая Орда. Вернемся, скажем, к турецкому правлению. Да, говорят, жестокая империя, но надо посмотреть с другой стороны. Есть балканские народы, говорят, их преследовали. Да, может быть, было какое-то подавление. Но возможно ли бы, если бы пришли западные европейцы на Балканы, чтобы сохранились болгары, греки, албанцы и прочие, там же армяне, курды. Да, их, может быть, где-то там жестче притесняли, чем татар, но тем не менее они сохранились, их не истребили. Коснемся самого православия, скажем, будем говорить о религиях. Сохранилось ли бы православие, я не говорю, или русский язык, если бы, так сказать, граница была открыта? Потому что крестоносцы, они бы очень поочередно могли бы все эти княжества разбить. Но это мое видение. Что бы было с исламом? Ну, это уже был период закат арабского халифата. В Испании всех мусульман изгнали, а там их половина была. То же самое могло бы произойти в Северной Африке. Это более такие уже, это даже не государство, а государственное образование были, раздробленный халифат. Ну, в такое же они маргинальное состояние переходили. Турция захватила все эти территории. И, в принципе, арабы очень многочисленный народ. Ислам сохранился в той форме, пока, в общем-то, не разрушилась Османская империя, когда англичане начали провоцировать саудитов, создали новые государства или псевдо какие-то государства, взяли все в свое колониальное правление, и вот в этот период стал появляться ваххабизм. Это страшное явление. Поэтому тюркский народ, тюркский этнос, он еще также тюркские правители были в Индии. Шах Бабур, который покорил, это потомок империи великих моголов, который являлся потомком Тимура и Улугбека. Туда пришли, так сказать, узбекские правители, захватили эту страну, объединили. Он взял 4 жен, 4 вероисповеданий, и все они сохранились с языком, с культурой. И он довел Индию до, как единую страну, до захвата англичан. Эльдар Рустамов, рассказывая на актуальные темы, затрагивает и то, что сегодня злоба дня. Да. Я слушал как будто вот выступление на пленарном заседании конференции. Как будто я хотел выступить Ну, вот вы уже выступили. Да, уже. Выступить При помощи с приветствием. Да. нашей студии мы доведем. То же самое в Китае произошло. Был Чингизид Хубилай-хан, который создал, собственно, эту великую ханскую империю. Китайцы не любят вспоминать период династии Юань, хотя деньги называются юань. Да. Потому что это показывает, что внешний правитель создал великую империю. То есть это уже они, так сказать, у них имперский дух появился. То же самое в Иране. Правили каджары, там был известный Надир-Шах. То есть везде были тюркские правители. Пусть они были в меньшинстве, но они как бы несли ответственность за многие народы, за многие территории. То же самое взаимоотношения русских и татар. Булгар, половцев, печенегов, князья, так сказать, вступали в браки с этими княжнами. И я бы сказал, что русский этнос, он, являясь славянским, но очень много впитал, как говорится, вот этих этносов. И поэтому, мне кажется, у нас не будет такого понимания с Европой. Это уже исторически показано со времен Ивана Грозного
кончая другими периодами. И все, так сказать, рекомендации Запада, которые они нам давали, трагически кончались для нашей страны. Дорогие зрители, очень умные люди у нас в гостях сегодня в студии Дания, участники 8-го Международного конгресса социологов Тюркского мира, и Ильдар Утямышев, и Флёра Мухамеджанова очень такие актуальные темы высказывают. Но к вашему вниманию мы продолжим обсуждение этой темы на татарском языке. У нашего портала есть две половины, и те, кто имеет возможность понимать и по-татарски, а если кто хочет, вы обязательно найдете людей, которые переведут вам, потому что в продолжении разговора хочется задать еще какой-то вопрос. Сегодня вот эпидемии, какие-то военные какие-то угрозы, какие-то социальные проблемы. Что думают участники Конгресса о самом горячем? Давайте вот оставим интерес. Давайте мы об этом скажем в татарском портале, а для интересующихся мы опубликуем нужную часть. Пока прощаемся, но не совсем прощаемся, мы обязательно по итогам конференции, конгресса мы подведем итоги. Туганнар, әйдәгез акыллы кешеләрне тыңлыйк һәм акыллы тапшыруларга үзебезнең сорауларыбызны да җибәрик. Хәзергә сау булыгыз.